молотит постоянно. Так на стройку на Серова жалуются жители соседнего дома. Говорят, покой им только снится. Стараемся скрывать окна, но тем не менее, вот я говорю, бывает иногда так сильно шумно, что он вздрагивает, просыпается от этого. И днем, и как-то спать, ну, тут невозможно. Постоянно шум забивает сваи. Стройка уже, сколько домов уже. Я здесь живу с 16-го года, вот эта вся история, она продолжается. Такое мнение разделяют многие родители Казани. Как говорят, потерять сон можно не только из-за строек, но и просто от шума ремонта в соседней квартире. Невозможно жить, когда постоянно сверлят, дрель там в руках. Это, мне кажется, очень тяжело. Понимаю, нужно делать ремонт и одновременно на одном месте спать. Спать нужно в тихий час. Должна быть какая-то тишина. Такие тихие часы в Татарстане предлагают вести с часу до 3 дня. У строителей и же с ними своя правда, а вернее сроки. По их мнению, с такими перерывами дело далеко не уйдет. Это будет полный провал. А почему? Ну а как, задержка, и мы денег не заработаем, ничего. С часу до 3? О, а потом, когда работать-то? Вечером, что ли? После 2 смены? Найти в дилемме децибелов Соломонова решение призывает многодетный отец, руководитель реставрационной компании и с недавних пор депутат Госсовета Рустам Хасанов. Возникает вопрос, за чей счет банкет? Да? Строительное время у нас увеличивается за счет холостого времени. То есть это время вынужденного простоя техники. У меня 4 детей. И ни одному из них никогда не мешали спать строительные работы, которые ведутся на улице. Но каждому из них мешали спать ремонтные работы, которые ведутся в соседних квартирах. Поставить точку в этом вопросе, а до этого расписать все по букве закона, предстоит Госсовету Татарстана. Ну, наверное, правда, детям, особенно маленьким детям надо спать. Вот мы рассматриваем, конечно, тяжелый закон. Закон будет идти очень тяжело. Мы принимаем его к рассмотрению. Ну, днем остановить краны, остановить стройки, это очень тяжело сегодня. Но что-то придется делать. Как обещают парламентарии, шумную проблему так или иначе законодательно утихомирят. Для этого собираются выслушать все стороны и изучить мнение экспертов. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.